И тут тоже. Ассаламу алейкум, Машвуэль Аят. Приветствую всех наших зрителей. Алейкум салам, добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас 143-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Сегодня 26 июля 2025 года, 19 часов 2 минуты по центральноевропейскому времени, 20 часов 2 минуты по городу Джохару. Сегодняшний наш стрим называется «Развал России. Катастрофа или шанс?» Вопросительный знак. Об этом и многом другом мы давайте поговорим. Стрим наш вещается на YouTube-канале в реалити, в TikTok и на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия в Telegram. Друзья, все, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. Все остальные задавайте вопросы уважаемому Аяду Идигову, либо непосредственно можете принять участие в Телеграме на официальной странице Президиума и непосредственно сами принять участие на сегодняшнем нашем стриме. И я, Аяд, вам передаю слово. Добрый вечер, дорогие друзья, еще раз приветствую вас. Тема наша очень интересная. Наших друзей и связано с тем, что Российская империя не прекращает эти вот свои вылазки и постоянно нападает на соседние страны. И теперь она уже настолько обнаглела, что начала нападать и делать попытки напасть и европейские страны. Угрожает атомным оружием. Вот, допустим, Патрушев заявил, что если вы там на нашу Калининградскую область что-то посмеете сделать, так мы вам атомной бомбой, атомным оружием ответим. То есть вот такая вот ситуация напряженная. Мы знаем, сколько вот до сих пор Соединенные Штаты Америки, Запад пытались повлиять на ситуацию войны, которую развязала Россия против Украины, чтобы остановить войну. Трамп, новый президент Трамп, скажем, старый новый президент Трамп, он делал все, вот мы все возмущались, говорили, мол, что он там под них играет, под Путина, под них все ведет, никак не может им что-то сказать. Теперь как-то вырисовывается картина, что, причем при том, что Путин наконец показал свое лицо, и Трамп, Соединенных Штатов Америки, уже заявляет, что вопрос решить мирным путем с Путиным никак не удается. Что бы он ни говорил, как бы там ни предлагал там встречи там, в разных местах, какие-то уступки шел, давил на Украину, на президента Зеленского, говорит, что не будет им давать оружие, ничего там, еще такое. В конечном итоге оказалось, что все его эти попытки оказались бесполезны, как мы видим. Правда, мы не знаем, как дальше еще будет ли усердствовать в этом направлении президент Трамп, но, по крайней мере, сейчас мы видим, что вокруг окружения Трампа, там этот спикер парламента, Конгресса, потом его помощники, они уже открыто заявляют, что невозможно с Путиным разговаривать путем вот этих убеждений или мирных договоров, или там встреч. Просто его нужно заставить это сделать. И в этом направлении сейчас вот идет эта, скажем, риторика по всему интернету, политики об этом все говорят. А мы тоже об этом говорили, и прежде всего, почему вот развал России, можно это сделать или нет. С моей точки зрения, согласно вот этого анализа, который мы можем сделать, мы видим, что развал России, он сам как таковой не нужен для Запада, скажем, или для того же Китая, или других стран.
им необходимо, что эта страна ослабла. А чтобы она ослабла в этой войне, в этих противостояниях, вытащить из него все соки, выжить, уменьшить, значит, его прибыль этой страны, этой новой империи, за счет которой он получает за счет нефти, газа, леса и других ископаемых, которые там колоссальное количество. Но теперь они делают так, я имею в виду остальные страны, Запад, Америка делают так, чтобы цены на эти вот продукции, которые, за счет которого получают деньги, имеют возможность вести войну, они были снижены до уровня, скажем, чуть ли не себестоимости того, что вот производить будет, если добывать будет Россия, и потом продавать ее, как это, платить, скажем, за выкачку одной бочки там, скажем, $45, и за 45 продавать нет смысла. Вот такая, к этому хотят сейчас привести. То есть вопрос в том, что развал самой России нежелателен, потому что у них есть атомное оружие, потому что это будет как бы передел мира, там все ухватятся за ее части, и они хотят, чтобы какая-то была другая система власти в этой стране. Я так полагаю, мы все это видим, что какая другая система? Ну, может быть, какая-то там кооперация, конфедерация, соблюдение, скажем, свободы, то есть, чтобы соблюдалась свобода личности, чтобы была демократия. Что значит демократия? Это значит свободное избрание себе руководства. Демократия – это в первую очередь избрание власти в этой стране свободно, без всяких там заковырок. И они так, как вот Путин сидит там 20-30 лет, или в других странах вот так сидят, как диктаторские. Вот такая ситуация по этой линии, которую мы знаем. Но в то же время мы видим, что в этой ситуации, которая сейчас вот складывается, получается, что все окружающие страны, и западные страны, в том числе и ближневосточные страны, кстати, вот Турция, они все пытаются способствовать все к тому, чтобы война как бы не разрослась, это не в их интересах. Они хотят экономические отношения строить, пользу это извлекать. И вот даже вот сейчас вот министр иностранных дел Турции там заявил, что вот вроде бы они договорились о том, что Путин и Зеленский готовы встретиться, якобы договорились в Стамбуле. Будет ли эта встреча или нет, непонятно. Вряд ли это будет, потому что Путин может что угодно говорить, а пойти вот на такую уступку, отойти, это значит для него смерти подобно. Я имею в виду в политическом смысле, а может быть и физическом. Потому что тогда внутренняя вот эта ситуация, которую они разогнали путем вот этой пропаганды, которую мы видим, что каждый там чуть ли не любую бабку возьми, любого человека возьми в России, спроси его. По его мнению, оказывается, это не Москва напала на Украину, это не Москва напала на, скажем, другие страны, на Чеченскую республику или на Грузию, а это, оказывается, Запад все организовывает для того, чтобы развалить Россию. Если бы Россия хотела, если бы эти страны хотели бы Россию развалить, то бы они давно это сделали. Дело в том, что они не хотят этого, но они не хотят, чтобы Россия вела себя так вот, значит, вызывающе, убивала людей. И вот такая ситуация складывается в мире. Сегодня и Трамп вот дал 50 дней, уже осталось 40 дней до того, как вот Путин должен какое-то решение принять. Встретятся они втроем или вдвоем, будут ли они говорить о мире, об условиях мира, непонятно. Но пока это вопрос открытый, потому что у Путина есть еще 40 дней, и он, видимо, будет стараться делать все для того, чтобы это затянуть вот эту ситуацию, и этим временем где-то там прорваться, захватить какие-то территории. Но, как видим, мы на самом деле ничего не получается. Путин, его командой, они, по-моему, деморализованы, насколько я понимаю, они знают, что происходит внутри. Идет разная информация, что они очень там, значит, чуть ли не сцепились,
в Москве, в Кремле и всюду. И Путин диктует, а сейчас заменить его, это значит признать его ошибки и вместо него сесть там. Они могут это сделать, допустим, внутри своей группы, скажем, управленческой. Будет ли это или нет, неизвестно. По крайней мере, все то окружение, которое есть вокруг Путина, это преступное окружение, которое способствовало тому, чтобы, значит, проливать кровь невинных людей в разных странах мира. Вот такая ситуация. И в этой ситуации вот я здесь вот, значит, читал, смотрел, что, оказывается, в Организации Объединенных Наций там столкнулись в споре Соединенных Штатов Америки и Китай. Америка обвинила Китай в том, что она помогает России в ее нападении на Украину, что хватит, прекращайте это делать. И разные выступления со стороны западных стран тоже вот Китай в этом обвиняет. Китай отрицает это. Как бы он ни отрицал, что бы он ни говорил, все равно мы видим, что на самом-то деле Китай своими действиями, в принципе, если даже ничего не делает, то своим бездействием можно сказать, что он как бы поощряет действия. Потому что он нигде не выступает в пользу Украины, в пользу свободы личности, скажем, свободы страны. И он выжидает, сидит как дракон, так скажем, сидит. Так получается ситуация. Ну и, естественно, и другие его там пособники, эти страны, Северная Корея, Иран, там другие тоже себя так ведут. Ну, в принципе, вот я думаю, что на этом я просто вот вступительно так речь закончу. Если есть вопросы, это все давай обсуждать, чтобы не получилось, что мы затаскаем эту тему. Спасибо, Аят. Аят, вот вы сказали, что если произойдет развал России, что, ну, как бы, есть такая устойчивая позиция, что якобы ядерное оружие в разные руки попадет, разные государства расползется и так далее. Когда разваливался, во-первых, мне это напоминает, знаете, Аят, как когда говорили, что если Чеченская республика Ичкерия получит свободу и независимость, и Россия ее признает, то в таком случае все республики тоже как бы автономные, там, какие входят в Россию, захотят тоже уйти. Нельзя ли, как после развала Советского Союза, собрать это ядерное оружие в одни руки, забрать там каким международным организациям передать, или там Америке той же передать? Почему? И самое главное, почему боятся этого ядерного оружия там у какого-нибудь, я не знаю, ну, может, допустим, у якутов окажется это ядерное оружие, допустим, в том числе. Почему мы должны бояться якутов, если сумасшедшую Россию, которая имеет арсенал, мы уже имеем? Куда еще страшнее сумасшедшей фашистской России? Почему вот устойчив вот этот миф о том, что вот так опасно это ядерное оружие в России? Здесь можно, конечно, ответить коротко, потому что бояться, если попадет в разные руки, неизвестно, какие там люди придут в власти, и какую власть они там могут уснуть. Это может быть разные отщепенцы. Вот как, допустим, возьми в этих бывших республиках, которые стали союзными в 90-м году. Советский Союз принял решение о признании союзными, так? И еще бывшие старые союзы, 15 республик, так? Так вот, которые вышли из Советского Союза при развале, скажем, да? Эти республики практически все, можно сказать, за исключением нескольких, то есть везде там диктатура пришла. Да. То есть там остались те же самые коммунисты, те же самые деятели, которые были. И они потом могут этим козырять, и где-то, значит, придется, мол, уговаривать неизвестно что, и потом неизвестно, под какое влияние они попадут. Вот это вот проблема. И если бы то, что ты говоришь, что они могли бы взять вот это все в одни руки и все такое, как раз-таки в этом есть и проблема, что невозможно сейчас как-то решить этот вопрос. Поэтому, видимо,
здесь стоит вопрос так, и да, не то, что, видимо, о том, чтобы эта страна, она, значит, преобразовалась. Она, как Российская Федерация, образовалась, скажем, незаконным образом в марте, 31 марта 92 года. Потом были несколько там госпереворота и все такое. Но если бы вот удалось бы, там пришла бы власть, которая бы на этой территории, так, ну, преобразовалась бы, скажем, в какую-то конфедерацию, как единое государство, да, или в какие-то там союзы, ну, как единое государство, да, и управление было бы вот так, тогда бы остальной мир, может быть, и Запад, и все бы поверили. То получается здесь как бы из огня в полымя не попасть. Вот о чем думают все остальные. А атомное оружие это неконтролируемо, если мы знаем, вот как они ее кинули, эту две бомбы в Японию после войны, можно сказать, 45-м года, так там сколько людей поубивало сразу, только две бомбы. А сейчас те бомбы, которые тогда закинули они туда, то это были очень слабые такие бомбы. То, что есть сегодня, это бомбы, может быть, сотни раз, десятки раз мощнее, водородные, другие. Вот такая проблема стоит, вот, насколько мы понимаем. И когда столько об этом говорят и политики, и ученые, и специалисты в области вот создания этого ядерного оружия, бомб, они об этом говорят. И поэтому это в какой-то степени как-то, значит, сегодня дает Путин эту режиму там держаться. И пропаганда делает все для того, чтобы, как бы, значит, оправдать эту власть. Они говорят, что вот мы русские, мы хотели, нас вот хотят у нас отнять, хотят все забрать, хотят, но мы не сдадимся. Надо им Америку закинуть атомную бомбу. Один. Другая женщина говорит, надо кончать с этим делом. Что Путин делает? Забросим атомную бомбу, уничтожим Соединенные Штаты Америки. И вот такие вещи, вот понимаете, нереальные. То есть из этого мы видим, что ситуация совершенно непонятная в мозгах этих людей. В мозгах. А те, кто хотят там что-то сказать, вот, их тут же, вот они недавно принимали снова какие-то законы в Думе или еще где-то, если ты рот откроешь или что-то там скажешь, или по телевизору, по интернету где-то, или лайк поставишь, и это мы же знаем, люди не могут ничего там сказать. Вот это, в этом проблема. Алсан? Спасибо, спасибо. И сейчас перейду к вопросам, чтобы у меня тоже есть вопрос. Ну, сперва нашим зрителям дадим возможность. Так, здесь Иркин пишет про то, что Патрушев угрожает НАТО, и я бы хотел его процитировать точную цитату о том, что Иркин говорит, наш подписчик с Казахстана. 26 июля, то есть сегодня, 25 года, Николай Патрушев сказал следующее. НАТО создает военную угрозу для России на морских рубежах, включая Балтийское и Черные моря, а также в Арктике. Действия Альянса напоминают подготовку полномасштабной агрессии против нашей страны. В частности, командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью открыто заявляет, что его задача заключается в подготовке к войне с Россией. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что он не собирается нападать на страны НАТО. Чтобы убедиться в этом, представителям Альянса достаточно выучить русский язык и внимательно ознакомиться с заявлениями президента России Владимира Путина. Говорит Николай Патрушев. Вчера уже проводится уже несколько дней, и до августа будут проводиться учения в Тихом океане, Япония, Курилы, Арктика, это США и Япония вместе с, возможно, Канадой будут проводить эти учения. Опять же, Балтийское море происходит, там Калининградская вот эта ситуация тоже очень накалена. И мы знаем, что происходит вот с Азербайджаном на Кавказе. Вот эти события на Закавказье, на Кавказе, в Азербайджане. К чему это все идет? И обоснованы ли опасения Николая Патрушева по поводу готовящейся военной агрессии против фашистской России со стороны НАТО?
Все это идет к тому, что Россия, нынешняя Россия, власть России не может мирно экономически сотрудничать с остальными странами и не может создавать те технологии, не может создавать те условия для своего населения. Население забито, полностью забито, и нет свободы слова, нет возможности в этой стране избирать власть, и чтобы оно самостоятельно, решало судьбу свою, населения. И там вот многие из республик, которые фактически имели право на создание своего государства, при развале СССР, они, инициировав этот развал, незаконный развал, сами инициировав, они фактически сами между собой подписав какой-то федеративный договор, о котором мы говорили, они создали эту Россию и продолжают сохранять эту империю. Посмотрите, они ничего не могут создать такое, чтобы было передовое. И Китай, и Индия, да, я не говорю о западных странах, как они себя выставляют, что они делают. Почему там нет? Там есть линия на милитаризацию, то есть в военном смысле они там собирают все, что можно, со всего мира, пытаются что-то и запугать остальной мир, имея в виду, что у них есть это атомное оружие, которое они когда-то, получили тоже в знак того, чтобы Соединенные Штаты Америки была страна не одна, которая имела это оружие и не доминировала в мире. Теперь получается, что эта ситуация, в которой сталкивает сегодня мир Россия, так, и ее эти сателлиты, они организовывают эту ситуацию, они не могут нормально себя вести, а те страны, которые с ним, Китай и другие, они пытаются сохранить у себя власти. Поэтому все это происходит. Только лишь поэтому. Почему все европейские страны, Европейского Союза, демократических стран, они между собой не воюют? Да потому что они ведут экономическое сотрудничество. Они пытаются развиваться, они пытаются создать новые технологии, создать новые какие-то, научно-технический прогресс, торговлю, то все. Это война такая, мирная война в экономическом плане. А остальные страны, Ближнего Востока, средней, полосы, почему там везде война, почему война теперь в России? Потому что это не воля этих народов, а это воля этих диктаторов, которые сидят там во власти и не хотят уступать эту власть, чтобы эту власть избирал народ. И народы, которые есть, не имеют, они рабские народы. Мы же видим это и в Китае тоже в какой-то степени, но там есть какая-то другая система, которая все же не так, не настолько она жестока в отношении уйгуров и других мусульман, да. Но а в России так вообще против всех, независимо от религии, независимо от ты или русский, не русский, они их полностью, шмарят, пропагандируют, говорят, вы хорошие, а все плохие. В общем, такая ситуация, поэтому все это происходит. То есть, потому что не соблюдается современное международное право в этих странах, потому что они видят себя только во главе всего этого и не считаются жизнями людей. Вот в чем причина. Аслан. Спасибо, спасибо. Аят, по ситуации, которая разворачивается в США, вы в самом начале нашего стрима затронули немножко эту тему по поводу того, что, оказывается, Хиллари Клинтон и демократы, Обама, в том числе, вели незаконную фальсификацию против Трампа, обвиняя его в связях с Россией за то, что Россия вмешивалась якобы в процесс выборов, и поэтому Трампу удалось победить. Что вы по этому поводу думаете, Аят? Как далеко это может зайти? Будут уголовные, как вы считаете, в Америке, по-моему, президентов и таких высоких лиц, по-моему, не судили, не сажали. Будут ли? Это очень тяжкое обвинение. Барака Обама и все такое, да? Да.
Да, этот вопрос везде там как бы обсуждался, там много говорили, говорят, там, выступает Мгм. там пресс-служба Трампа. Но здесь вот Мгм. разные есть точки зрения. Идет, скажем, попытка обвинить Трампа в прежних его якобы делах, где там, значит, связано с этими делами, связано по секс проблемам, которые на него навешивают, так? И они активно на него это пытаются навесить, подтягивая там каких-то других людей, которые эти организовывали. И здесь говорят, что вот в Меску за это они, значит, привлекают, и вот здесь вот хотят, чтобы закинуть эту проблему в тень этой проблемы, которую сейчас они выдвигают против Барака Обамы. Но в связи с тем, что вот однозначно мнение у всех тех, кто мы знаем, нигде вот на Западе, даже вот и в Европейском Союзе, нет такого, чтобы президента посадили в тюрьму. Его могут, конечно, наказать, могут его что-то обвинить, могут его там какие-то дела сделать, может быть, там какой-то домашний арест, вот как во Франции, значит, этого Саркози президента сделали. Но в целом вряд ли это будет, но обвинения, все это будет выдвигаться. Мы же видим, за эти 4 года, которые были такие очень большие потуги для того, чтобы во всем обвинить Трампа, так, что он там делал то, что он там документы, что он преступление сделал, что он организовал, значит, нападение на Белый дом, это он. Ну, все это было еще при президентстве этого Байдена. Но никто его не посадил, ничто, и он даже за счет этого, может быть, напротив, он даже получил возможность снова стать президентом. Так что здесь вот такая вот, знаешь, вытащил голову, хвост тонет, вытащил хвост, голова, мол, это скрывается под водой. Здесь вот должно быть какое-то ровное такое решение. Наверное, судебные власти и сам народ Америки здесь будут решать в целом. Мне так кажется. И это так говорят и те вот все разные обозреватели, и политики тоже так говорят. Мгм. Ну, это получается, ничего особенного не произойдет, никакой революции, никаких там арестов, тех же таких громких посадок не будет, вы считаете? Маловероятно, маловероятно. Я так думаю. А что Ну там да. будет, конечно, мы никто не знаем, но, скорее всего, нет. Сколько было движений против Трампа, когда даже его избрали. Там Да. выходили сотни, там, тысячи людей, говорили, Трамп, ты, и все такое. Но это просто было движение, и все. А больше никаких движений, чтобы они поднялись, чтобы выступить, тоже не было. Конечно, демократ там сидят и думают, как бы его подцепить, в чем и как, так. Но Мгм. сейчас непонятно, как это будет, в какую сторону развивается вот эта ситуация. Но не запредельно вряд ли будет. Они могут, может быть, и обвинять. Это будет же то, что они говорят сейчас. Они же там даже пресс-секретарь Трампа там выступает, говорит, вот то он сделал, то он сделал, то. Ей задают вопрос, так что теперь будет? Он преступник, его посадит. Она говорит, нет, это мы передали в судебные органы, они разберутся. А зачем вы тогда говорите, что он чуть ли не преступник? Но судебные органы разберутся. То есть эта процедура такая будет длиться годами, а потом она все может заглохнуть. Вот что я хочу сказать. Спасибо, спасибо. А, У меня такой вопрос, который не касается этой темы, но вы видели это видео, где Владимир Путин, выступая на каком-то заседании, говорит о том, что, ну, там обсуждается, конечно, не Чеченская республика, но он обсуждает и говорит о том, что каждый народ имеет право на самоопределение, это зафиксировано в конвенциях, во всех международных документах, там, уставе ООН, там, и так далее, и так далее, и так Да-да. далее. Фактически то, в чем они всегда нам отказывали, теперь он прямо говорит. Как вы считаете, это он говорит для чего? Для того, чтобы сепаратизм или какие-нибудь движения, национально-освободительные движения разбудить в Европе?
подлить масло, или же он для чего это сказал, Но как я говорит? думаю, Аслан, я думаю, что это связано с тем, что он захватил вот территорию Украины, Донбасс, другие там, Крым, все, и говорит, что вот они имеют право на это. А тогда Мгм. почему ему задают вопрос, почему не имеют права на это другие республики, почему Чеченская республика не имеет на это? Об этом он молчит. Это как будто бы решенный вопрос, и как будто после этого. На самом-то деле мы не имеем никакого отношения к России, потому что мы не входили в эту Россию, не подписывали никакие федеративные договора. Мы даже до создания этой Российской Федерации России создали свое государство и, значит, приняли свою конституцию. И наша страна была признана Грузией. То есть мы фактически не в одностороннем порядке даже это делали, хотя все страны, которые вышли из бывшего Советского Союза, бывшие, они все вышли из-за него и начали образовываться в одностороннем порядке, потому что их признание должен был сделать, должна была сделать власть, которая была во главе этой страны. А так как эта страна исчезла, они оказались в международном правовом поле и полностью оказались в рамках международного принципа о праве народов на самоопределение. Так? И теперь, что теперь говорит в этом отношении, захватив чужие территории, им прилепить ярлык того, что они сами это делали, а не Путин это захватил, скажем, территории, вот эти восточные территории Украины. Это не имеет никакой под собой основы, просто так вот. Он же там говорит, Украину это создал там Ленин. Или другой там не было. Это не имеет права. Казахстана не было, такой страны не было. Он сидит, сочиняет, как какой-нибудь там, скажем, историк, что ли, или что-то такое пытается. Какой же он историк, когда люди, очень многие знают, что это такое, как это было. Так что это относится, скорее всего, только к тому, что он хочет оправдать вот эту агрессию, которую он захватил, эти территории чужие, и которые заявили о создании своих там, скажем, республик, стран, да, и которые потом якобы вошли в состав России добровольно. Об этом он говорит там, насколько я понимаю. Мгм. Спасибо, спасибо, Аят. Так, друзья, напоминаю вам, задавайте вопросы, у нас прямой эфир, также вы можете принять участие непосредственно в нашем стриме на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия в Телеграм. Заходите, либо пишите вопросы, а я зачитаю. Также вы можете как в YouTube писать, также писать и в TikTok. Так, давайте вопросы. Вот сейчас проходят выборы, в Турции, выборы, говорю, переговоры проходят. И снова о чем-то говорят, обмен пленными происходит, обмен погибшими происходит. Ну и все как бы. Разве для этого нужно на таком высоком уровне встречаться в Стамбуле, о чем-то говорить? Или для чего это делается? Некоторые говорят, что есть какая-то уже договоренность достигнутая, и просто потихонечку идет игра. Ну, здесь для чего можно сказать, это не очень-то и высокий уровень, помощник этого президента Путина там, и со стороны Украины тоже помощник, ну, образ, скажем, да, мера. Вот они ведут, потом они вроде бы решили, что по этим вопросам мы, значит, давайте создадим несколько групп, несколько комиссий по детям, по пленным, по этим. То есть этим самым Путин вот это все вот делая, он хочет затянуть вот это, измотать ситуацию и не принимать те решения, которые от него требует остальной мир и Украина. Не хочет останавливать войну. Вот для этого это он ведет. Но с другой стороны, Украина это делает для того, чтобы спасти своих людей, которые Россия арестовала или захватила детей, чтобы их вернуть. Это правильно шаг с моей точки зрения, потому что
людей нужно освобождать, сообщаться, в любой момент надо использовать. Так, Слава. Так, спасибо. По поводу, вот тут люди пишут, человек пишет, это такая распространенная версия у них. Вы считаете, что американцами через марионеток Горбачева и Ельцина, проведенными аферой по разграблению русских земель, Путин Владимир Владимирович должен смириться, проглотив американский лохотрон, говорит он. Как вы считаете, Аят, есть такая организация, Национально-освободительное движение, которым возглавляет лично Путин, и Федоров, депутат Федоров является, как он себя называет, координатором, да, и является идеологом. Как вы считаете, сейчас они организуют на фронте, на войне против Украины, там свои нодовские батальоны, они заявляют о том, что в России, в Москве будет революция, ее готовят американцы, Запад там, и так далее. И вот они должны перехватить инициативу, взять повестку в свои руки и фактически, можно сказать, собираются участвовать вот в этом американском перевороте, но только уже со своими силами, как они это Своими говорят. целями, да? Да, и целями, и целями, и силами, получается. Для того, чтобы перехватить инициативу, как бы они это объясняют так, что запускается определенный механизм американцами или Западом, ну, чаще всего про Америку они говорят. И вот этот процесс, когда идет, просто они собираются поднять народ, вот себе идеологически близких людей, которые вот сейчас, как вот этот человек пишет, что там американцы их захватили, оказывается, там в 91 году у них все там разворовали, Горбачев, Ельцин, агенты и так далее. Почему тогда Ельцин назначил Путина президентом, если он был агентом? Тогда кто Путин? Прошу прощения. Ну вот, как вы считаете, Аят, они готовятся обоснованно, есть им опасаться? Или же это, я не знаю, просто очередные больные фантазии КГБшников? Но это не фантазия, это планомерная ведется работа с этой целью. Надо сказать, они говорят, что Америка развалила, Запад развалил Советский Союз, надо вернуться к корням этого. Почему? Потому что когда закончится Вторая мировая война, тогда, значит, было принято современное международное право, устав ООН и все такое, в основе которого была, значит, заложена свобода личности. Я об этом иногда говорю. А на этой основе была принята всеобщая декларация прав человека, а это означало свобода личности. Это означало, что человек не будет преследоваться по политическим мотивам, на Западе по политическим признакам здесь никого не преследуют, по этим линиям здесь никого не сажают. Ну, за преступления уголовные там или то, другое, это да. А там, значит, свобода личности говорила о том, что человек может обладать всей информацией, должен иметь право передавать информацию, человек должен иметь социальную защиту, то есть ему должно быть обеспечено должно быть жилье и какая-то минимальная, скажем, финансовая помощь в этом смысле. И это, там говорилось, это должно быть тут и сейчас. Так вот, эту линию не приняли эти страны, вот эти, которые сейчас есть, так? И Сталин, и остальные эти диктаторы не приняли это, потому что в этом случае во главе бы страны все время не сидел бы Сталин, а мог бы, как вот, допустим, Черчилль, он сидел, они его раз сняли, другого поставили, потом снова убрали, потом снова подняли, ну, другого они избирали. То есть народ там вел себя, как ему кажется, лучше, так? В западных странах, ну и в других странах, конечно, тоже. А в тех странах сидели эти диктаторы. И все, что там делалось, планировалось. Именно запланировал то. Свободы там не было никакой. И людей сажали по
политическим мотивам. Сажали эти гулаги, все остальное мы с вами знаем. Вот потому что именно этого не было, была только милитаризация, и Советский Союз готовился только на то, чтобы, значит, захватить весь мир, так? А в итоге оказался, скажем, в резиновых сапогах, и в итоге, когда цены на те продукты и, скажем, ресурс, который продавал Советский Союз, цены упали, тогда они не смогли даже этот народ прокормить, даже хлеба у них не было, они не могли взять и, скажем, дать хлеба. И не пришлось покупать этот хлеб уже на Западе. Запад им помогал, массово там давая им. По-моему, они выделили для Советского Союза тогда около 100 или больше миллионов там, значит, долларов для того, чтобы обеспечить только лишь этим хлебом и другими, скажем, ножками Буша тогда говорили. Вот эти вещи были, так? А почему? Почему это так случилось? Потому что во главе этих стран остались диктаторы, и народ там ничем не управлял. Вот в чем была причина. Здесь, когда говорят, вот они там, западные страны, они там, у них какие-то недостатки, это нельзя. Да, у них недостатки есть, но в главном вопросе власть в этой стране избирает народ. Народ. И если что, здесь народ может подняться, и мы видим, как они массово выходят и действуют, и влияют на власть. В той или иной степени, правда, но все же они могут влиять. А попробуйте сегодня вот такой ситуации, чтобы в России или в Китае поднялись кто-то и начали что-то делать. Так они всех танками и пушками расстреляют и убьют. Вот в этом разница. И вы говорите о том, что они хотят захватить Россию и все такое, все это ерунда. Почему эта страна, которая победила тогда, не смогла обеспечить свой народ и оказалась в нищенском состоянии? Вот в чем причина. А не то, что они сейчас пытаются сказать, вот то, это. Нет, не то. А почему вы не создали все условия для того, чтобы человек не голодал в Советском Союзе? Почему вы их преследуете по политическим мотивам? Почему вы против всех стран и народов, которые были там, противопоставляли их, захватывали территории их, и потом друг другу передавали и создавали условия в будущем для конфликта между ними? Вот что происходило в этой империи. Они хотели все размазать, как в грязи, все в одно вести. Эта страна, это империя зла, и не случайно его так назвал бывший президент Америки, вы помните, да? Рейган. Вот такая ситуация. Так что вот эти разговоры, которые сейчас ведут о том все хотят захватить, это они вот это. Нет, это все не так. Все дело в том, что необходимо, чтобы на территории этой, скажем, нынешней Российской Федерации России к власти пришла та система, была бы организована, которая бы дала возможность избирать власть на этих территориях народами. Вот что необходимо. Аслан? Спасибо. Вот про то, что идут навстречу властям, демократия, где власти идут навстречу народу и так далее, в связи вот с событиями, которые произошли недавно в Киеве. Тоже возник вопрос по поводу снятия или подчинения Национального антикоррупционного бюро Украины непосредственно генеральному прокурору, хотя они были вроде бы независимые и так далее, и так далее, и так далее. И Зеленский пошел на попятную, быстренько согласился, начал переигрывать и так далее. Это, конечно, говорит о демократии. Но, с другой стороны, почему такое вообще происходит, Аят? Антикоррупционный комитет, как вы считаете, он не справляется со своими обязанностями, как говорят представители украинской власти, либо там реально агентура такая, либо это попытка чего? То, что говорят протестующие, узурпировать полностью власть президентом Зеленским и его командой. Как вы к этому относитесь? Об этом много говорят, да, вот это антикоррупционная вот эта комиссия, Бюро. Да, создана.
она, ее, значит, все, скажем, исследования, это все, они должны быть прозрачны. И кому-то не хочется, чтобы вот эта прозрачность была. И если это будет, скажем, в руках у какой-то власти, да, и если она не будет свободна, то это будет во вред, мне кажется. Знаешь? Во вред. Если кто-то будет вот говорить, вот кто-то там делал то-то, тот-то украл какие-то деньги или что-то совершил, а эта комиссия, значит, находится в подчинении у какой-то власти, даже нынешней, да, то это может выглядеть как будто попытка, значит, спрятать какие-то, значит, былые преступления или какие-то коррупцию. Может выглядеть так. С другой стороны, если это идет настолько вот, эта комиссия слабо работает, или эта комиссия не в состоянии решить проблемы, которые сегодня в военных условиях вот так вот, значит, приводят к тому, что столько всего тратится, деньги, которые идут на оборону, если они тратятся на другие цели или воруют, так, и власть хочет это расследовать, то это нужно тоже, чтобы это было открыто и прозрачно. Вот что я думаю. Поэтому здесь, может быть, это на период сейчас вот военных действий это делается, но в то же время здесь мы не можем сказать, правы они или не правы. Но, с другой стороны, международное сообщество, скажем, западные страны, даже Америка недовольна этим шагом, который предпринимается в Украине, потому что они берут под свой контроль вот эту комиссию. Эту комиссию, по-моему, создание антикоррупционную инициировала, по-моему, Соединенные Штаты Америки при Байдене еще, насколько я помню. Они присылали каких-то там людей, своих специалистов, они это смотрели, делали. И теперь вот такая вот ситуация. Если это принесет пользу, если это принесет, скажем, выгоду в этой ситуации военной, да, то это да. Если это принесет вред и ударит, скажем, по, скажем, украинскому государству, которое сейчас находится в таком тяжелом положении, то это здесь очень тонкое такое, скажем, дело, так я скажу, в целом. Ага. Спасибо, Аят. Как вы считаете, Аят, события, ну, сперва анекдот от Рейгана, вы сказали, упомянули Рейгана, я вспомнил анекдот от Да. него. Он любил читать, рассказывать анекдоты, и они сейчас до сих пор сохранились в интернете. Очень уместные, очень тонкие, острые анекдоты он приводит. И один из анекдотов – это 3 собаки, американская, польская и русская, сидят, и американская собака говорит: если я захочу кушать, я начинаю лаять, и рано или поздно кто-то мне кусок мяса докинет. А польская говорит: а что такое мясо? А русская говорит: а что такое лаять? Как вы считаете, Аят, возможно ли революция, какой-нибудь мятеж, какой-нибудь снизу? Никогда они сами это организуют, как они сейчас уже пытаются организовывать вот эту имитацию вот этой деятельности там, революционной. Реально русский народ и российский народ способен ли на то, чтобы, ну, условно говоря, лаять на власть? Ну, как мы видим, настроение там настолько, значит, исковеркано, и политика или пропаганда настолько, вот, которую нам показывает, да, а те, которые хотят, скажем, образно, в кавычках, лаять, их всех тут же сажают и убивают. Ну, посмотрите, все, которые были в оппозиции власти, они или убиты, или уничтожены, или сидят в тюрьмах. Все, которые были против войны, скажем, агрессии против Чеченской Республики Ичкерия, их было, столько людей убили, около 250 тысяч людей наших, и более около 20 тысяч людей наших сидят в тюрьмах, а когда они там выпускают их, они уже выходят практически трупами. То есть они уже не способны, не дееспособны, или же там убивают, труп отдают. Вот такая система власти. Конечно, здесь вопрос со временем, вот, когда вот это все вот изменится, если сможет. Но то, что мы видим сейчас,
Пока таких условий для того, чтобы это случилось, нет. Я вижу, что нет таких условий. А если бы это можно было сделать, то нужно было бы, чтобы внутри этой страны были бы какие-то, ну, скажем, движения, партии или еще что-нибудь. А мы же с вами видим, что все эти партии, что сидят в Думе или в другом, это все имперские партии, все имперские. Они вообще, как говорится, от пятки до макушки все имперские. Хотя между они с собой спорят, как крысы в банке. Вот что происходит. Поэтому сейчас я это не вижу, примерно я свое мнение говорю. Да, Но было бы хорошо, если бы к этому, значит, двинулось какое-то вот какое-то движение. Когда они разваливали Советский Союз, и с этой точки зрения чеченский народ поднял свой голос и заявил, что в рамках международного права и законов, скажем, даже Советский Союз мы можем создать свое государство, и мы начали говорить и встречаться с разными другими деятелями, которые были на Северном Кавказе или в других местах, для того, чтобы они поднялись тоже. То есть ситуация тогда не была готова, и практически очень мало в местах, в одном или в двух точках только это голосилось, но до конца не было доведено. И потом они все кинулись, когда мы создали свое государство, кинулись против нас, обвинять нас во всем, что угодно, навешивать на нас ярлыки, говорить что угодно. Короче говоря, вот такая ситуация. Это очень трудная ситуация с этой империей. Эта империя, она должна действительно измениться, эта территория, или она должна исчезнуть. Я не говорю о том, что надо, допустим, ее развалить, потому что есть тот момент, который нельзя сейчас делать. Может быть, ее изменить, ее система власти изменить. Если такие люди придут к власти там, то, возможно, это все случится. Хотя я знаю, есть там некоторые движения, которые бы хотели это сделать. Некоторые из них сейчас находятся на Западе. Это там такие движения, как, не буду называть, там 13-15%, что ли, вот такие. Они приехали на Западе, тоже здесь находятся, и как-то ведут себя скромно даже на Западе. Вот эти вопросы не поднимают, хотя они вот могли бы этот вопрос поднять, но они тоже, как говорится, их сила пока не проявляется в этом поле. Просто идет где-то какая-то работа на Западе. Вот и все, насколько я понимаю. Спасибо, Аят, за ответ. Евгений, наш израильский подписчик, задает вопрос. Саламашил, Думасерга, Дейлер Саламашул, Евгений. Какое мнение Аяда относительно утверждения, что для Запада и для всего мира существование Российской Федерации меньшее зло, чем ее развал? Я бы не сказал, что это меньшее зло, оно просто опасное зло, знаете, опасно. Опасно, да, непредсказуемость. Если бы все это можно было взять там под контроль и решить этот вопрос, тогда, поэтому еще не настало время для того, чтобы это сделать. Так думаю. И неизвестно, кто это будет. Это должно быть какое-то коллективное решение, которое должно как бы поддерживаться этими народами. Сейчас ситуация, в этой ситуации она настолько сложная, мы видим, как я говорил, пропаганда, насколько она усилена, насколько она влияет на мозги этих людей. Еще здесь на Западе находятся так называемые либералы, тоже те же самые имперцы. Они там говорят, что вот мы там придем, Путин уберем, что-то делать. И веры им нет, потому что они, вот, к примеру, скажем, Чеченская республика создала свою государственность по праву, они против нашей государственности. Они говорят, мы ее освободим, мы дадим возможность выйти Чеченской республики из состава Российской Федерации. И тем самым говорят, что они имперцы. По какому, как говорится, по какой логике говорят они, что они дадут выйти из состава Российской Федерации, как будто мы являемся частью этой Российской Федерации. У них даже понятия нет, что мы, и как государство, которое было создано по праву,
она оккупирована и должна быть освобождена ее территория должна быть. И этого нет. И они здесь на Западе вот поднимают эти вопросы, что вот давайте там развалим эту Россию или создадим. Они даже подписывали, если ты помнишь, они подписывали здесь где-то в Польше или еще где-то какие-то документы о том, что они развалят Россию, разные народы, их представители здесь находились, подписывают документы. От нас пытался самозванец Закаев там подписать, тем самым говоря, что мы являемся частью России. А Путин это как раз на руку. И он там говорит, вот смотрите, они что делают? Они там подписывают развал нашей страны. Они хотят, чтобы мы все друг друга, значит, мы взяли и перегрызли, чтобы кровь наша между собой лилась. Это там, мол, власовцы и все такое. То есть все так подспудно делается в пользу Кремля, и Путин – это империя. Поэтому вот такая ситуация, и она сейчас как бы... Так что, значит, ситуация пока не созрела для того, чтобы сделать и сказать, что, значит, менее опасно и что более выгодно. Вот так. Спасибо, Аят. Аят, я бы хотел вам еще, если можно, задать, у нас полчаса еще до конца эфира, я хотел задать вопрос по поводу нашей темы, чеченской темы. И в частности, мне вчера удалось до конца дослушать там ваше одно выступление на одном стриме, где чеченцы, вот, представители непонятно кого, непонятно там разные люди, там непонятно кто, абсолютно уверен, российская агентура тоже там присутствует. И вот часто они вас обсуждают и говорят о том, что благодаря тому, что как будто вы один-единственный депутат был, и говорят, что вы там внесли изменения в Конституцию, вот, и благодаря вот всему вот тому, что свою законную работу сделал парламент Чеченской Республики, Ичкерия, вот что-то, в чем-то вот обвиняют. При этом, я уже неоднократно им говорил, сами они не особо одарены в этом деле, но неоднократно говорил, что без правительства, без территории, это обязательные критерии государственности, критерии по конвенции Монтевидео 1933 года, и что нужно территория, народ, правительство, ну и возможность вступать в отношения этого правительства с другими правительствами, государствами. Несмотря на это, вас, президиум в вашем лице, пытаются дискредитировать, и вы снова идете туда, и вы снова спокойно разжевываете. Вы, конечно, очень хорошо все объяснили по пунктам просто, но вот это хамское отношение к вам, и вот это неуважение, скажу, оно у меня, например, вызвало такой внутренний протест. Во-первых, почему вы продолжаете вообще обращать внимание вот на этих людей, которые вновь и вновь, абсолютно не понимая даже, что вы им говорите. Они говорят про 63 человека, они вас поймали на какой-то лжи. Первый созыв парламента, в котором входило 41 человек, и они на кворум ссылаются, как будто 63, это уже когда второй у нас был уже созыв парламента, 63. Они этих элементарных вещей не знают, но с уверенностью вам это бросают в лицо, ну, прям хамят, прям очень себя вызывающе ведут. Почему, во-первых, вы идете туда, а во-вторых, расскажите нам вот с этой ситуации, почему не поставить точку и не проигнорировать, как говорится. Вам слово, пожалуйста. Это хороший вопрос. Во-первых, я иду туда и такими деятелями чеченского, скажем, зарубежья и со всеми теми, кто этот вопрос поднимает, мы должны открыто говорить об этом. Мы должны логически, с точки зрения, скажем, воли нашего народа и Конституции, с точки зрения международного права, разъяснять эту ситуацию и доводить это все до нашего народа, до наших людей, особенно молодых. Потому что молодые люди, им мутят голову, рассказывают всякие басни
которые не имеют реальность, не могут быть реально воплощены в жизнь сегодня. И в этих разных течениях, здесь разные блогеры есть, разные движения на Западе, которые называют себя, значит, властью нашего государства, и не имея на то, значит, оснований, и здесь вот проводят работу, вот я называл там Закаев, там они из себя изображают представителей нашего государства, так, и подписывали там какие-то документы о развале России, как они будут ее разваливать, и это как раз в пользу Путина. Эти люди, которые со мной там разговаривали, я хотел им объяснить, почему я пошел туда, прежде я скажу, потому что мне, значит, прислали вопрос, я даже не знал, что там идет этот стрим или что там они собрались, вот там говорят, что ты вот так, мне задали вопрос. Почему вы не можете войти и сказать им это? И когда мне сказали, я ответил, что я не хотел бы, чтобы с ним разговаривать, они в этом отношении не могут себя сдержанно вести, они не могут себя, значит, логически рассуждать, придумывать необоснованные вещи, поэтому я не вхожу туда. Но, в принципе, я могу войти туда, но я не буду входить. И они тогда выразили, как бы, значит, сомнение в том, что правду я говорю или нет. И я тогда решил войти туда, они мне ссылку скинули, и сказал те вопросы, которые они поднимают, говорят, ответил на те проблемы и сказал, если мы будем разговаривать здесь уважительно, без всяких, значит, оскорблений или логически обоснованно, я буду отвечать на все ваши вопросы. Они все это настолько запутали, потому что один задавал вопрос и не мог ответить на мой встречный вопрос. Он этот вопрос перекидывал другому, вот он вместо меня ответит. Я им говорю, не надо перекидывать вопросы, вы мне задаете вопрос, я вам отвечу. А я задаю вопрос, вы мне ответите. Нет, вот тот добавить, он поправку сделает. В общем, они начали вот такую вести, скажем, совершенно такое базарное, извините меня за выражение, значит, риторику, и выкрикивали какие-то там слова, говорили, что, мол, это вы неправильно там сделали в 96-м году изменения в Конституцию, что у вас не было парламента, откуда вы взялись, в 93-м году ваш парламент разогнали, и все такие. Я им говорил, давайте, если это так, то есть аргументируйте, когда этот парламент разогнали, что это было. Они не могли это сказать, потом начали искать, где они, мы, говорит, сейчас скажем. Ну, давайте, говорит, пока тот искал, другие начали другие вопросы задавать. Ну, в общем, дошло до того, что они потом уже ничего не говоря, надо какие-то выкрики делать. И я понимал, что эти люди, особенно вот организаторы, кто это возглавляет, это движение, они называют Чеченской демократической партией, на самом деле это не партия, а какое-то, ну, движение просто. Они не могут создать такую партию, потому что она не зарегистрирована в наших структурах власти, и в то же время, находясь здесь на Западе, беженцы не могут, вот эти вещи они могут говорить, они могут называться как угодно, но это не партия, это ясно. Из их устава тоже видно, что это не партия. Но даже не в этом дело. Дело в том, что то, что они говорят, у них нет в этом смысле логики, нет аргументов, и они вот это все раскручивают. Мне хотелось бы им разъяснить, потому что там находятся люди среди этих. Там их было до 100 человек, как они говорили, разъяснить им действительно положение дел. А вот эти вот организаторы, 1 или 2, 3, они это все перебрасывали туда-сюда, не давали говорить, и какие-то вот пытались обвинения против меня высказать, на которые я совершенно не обращаю внимания. Это говорит только о том, что они несостоятельны. Несостоятельны в том смысле, чтобы обосновать свои вот высказывания, говорит о том, что, допустим, в Чеченской республике тогда был принят такие поправки к закону, и все такое,
они об этом говорят, что якобы туда был принят специально там закон, не закон был принят, а принято было внесена была поправка в Конституцию 5 или 4 статью, где сказано, что ислам является государственной религией. Дело в том, что население Чеченской Республики это население там 90 с лишним процентов мусульмане, и после войны этот вопрос поднимался много раз, и это было внесено, но дело в том, что несмотря на это, ни одна религиозная структура власти в нашей стране не было. С точки зрения нашей Конституции она не может быть, и религиозных там этих движений мы не производили и не создавали. Хотя такие поползновения у нас были. То есть там власть избирается через каждые 5 лет, там разграничены вот эти все права, человек соблюдается, сказано о том, что выборы должны проходить в такое-то время, и каждая личность, какой бы он ни занимал, скажем, позицию, должен соблюдать Конституцию, независимо, к какой он религии относится. И там же сказано, что все религии, все движения, какие бы то ни были, они имеют равные права в этой стране. То есть то, что они там говорят, вот, и хотят навесить, скажем, на наш народ такие вот вещи, это несправедливо, это неправда. И с моей точки зрения, здесь вопрос в том, что они хотят свои действия, эти люди, которые организаторы, они участники вот этого так называемого попытки государственного переворота в 2007 году во главе с Закаем, который они там изобразили якобы, что действующий президент тогда, Док Умаров, что он, значит, получил 500 миллионов долларов у Путина, продал наше государство, и такие обвинения были, без доказательств, безосновные. И тогда, когда они все это говорили, они вначале говорили, если он это сделал, если это будет, а потом оно дошло до того, что они уже написали, он это сделал. А аргумент не проводили, никаких аргументов не было доказательств того, что это Док Умаров сделал в тот момент, не было. И они 6 ноября 2007 года приняли, значит, решение о том, что Док Умаров самоотстранился, и мы власть берем на себя. Да, это было незаконно, это было тягчайшее преступление с точки зрения нашей Конституции и с точки зрения конституционного закона, который был принят тогда же в 1997 году, в котором сказано, что любые попытки в этом направлении, так, и даже те вопросы, связанные вести переговоры с Россией и другими остаточными нашей республики, так, являются тягчайшим преступлением. Так вот эти организаторы, которые со мной этот разговор вели, я как понимаю, не понимая или будучи дилетантами, они были участниками этого движения, когда вот эта команда Закаева это делала. Они были вначале как бы демократы, а в 2017 году, через 10 лет, они заявили, что они теперь действуют на основе Конституции, в которой и Коран, и Сунна все решает. Никаких основ не было, никакие эти изменения наш народ не производил, не делал. То есть та работа, которую они проводят сегодня здесь на Западе, фактически это работа, которая вторит Кремлю, которая обвиняет наш народ в тех иных делах, которые мы совершали. И тогда, в 2007 году, когда они приняли вот такое отступническое решение, там, они, значит, захватили государственный сайт Чечен-Пресс, Закаев, и на нем все, что угодно лепит. И да, раз так они это делали, затем в этом процессе участвовали и некоторые из этих людей, которые там со мной пытались полемизировать, вернее, пытались обвинить меня. Так что их обвинения я не воспринимаю никак и считаю, что то, что я зашел туда и сказал им, просто я поднял этот вопрос для того, чтобы и эта группа знала, что они неправильно действуют и нужно переходить на те рельсы, которые могут нам дать возможность деоккупировать, освободить нашу страну.
А эти деятели, они уже давно проявили себя, этих организаторов. Если они ничего не понимают, вот некоторые из них, да, то их вина только в том, что они не понимают. А если они специально это делают, то это понятно, чем они занимаются. Вот что я могу сказать про это, Аслан. Мгм. Спасибо, Аят. Дело в том, что, Аят, вот люди, которые там собираются, я, конечно, их не слушаю, иногда раньше слушал, сейчас Да-да. уже давно не слушаю. Ну, абсолютно они не стесняются туда приглашать пророссийских там, ну и как будто так, цивилизованно, грамотно, они их выслушивают, те даже могут говорить на них оскорбления, они могут говорить, как это не идет для чеченца, непристойно, недостойно и все и такое. Но когда вы туда зашли, непонятные люди, которые, на мой взгляд, которые я некоторые из них идентифицирую как провокаторы российские, и вот они сидят и при всем при этом начинают говорить вещи, которые абсолютно не в правовом смысле не соответствует действительности, ни вашему уровню и статусу, который вот они там говорят. И вы правильно заметили, эти люди фактически вчера они были теми самыми ваххабистами, которые возглавляли какие-то джамааты и дискредитировали демократическую нашу власть в Ичкерии. И одновременно сейчас поддерживали Закаева все это время, сейчас вроде бы не поддерживают, но если нету ни вас, в вашем лице президиума нашей власти, ни Закаева, ни там Сараляпова, никого там, еще никого там они придумывают каждый день. Если их нет, то о каком государстве тогда эти люди говорят? Если нет правительства, нет государства, все просто. Но значит, они поддерживают, значит, Закаев у них правительство получается, выходит так. Если получается, да, у них получается, что Путин во всем прав. Вот что получается. Да. Во всем прав Путин получается. Вот и все. Вот так. И можно было посчитать, что это вот по неведению, по ошибке это все делается. Может быть, у некоторых отсутствие образования и большое эго является такой хорошей убойной смесью для российских спецслужб, чтобы человеком управлять. И можно было посчитать, что это совпадение, но если ты всегда выступаешь во вред своего государства, начиная со времен Аслана Масхадова, когда там они джамааты там разные возглавляли, и потом Закаева, и дальше, и дальше, и дальше. Ну сколько можно попадать в ситуации, когда ты всегда выступаешь как враг своего государства, своей власти, своего народа. Вроде бы ты делаешь что-то хорошее. Вот странный такой осадок остался. И я, знаете, почему еще что хотел вас спросить. Наш президиум, там много людей уходит, у вас много соратников. Вот они вели себя очень оскорбительно, очень вызывающе они себя. Даже просто, если бы не было бы ваших заслуг, которые всю свою жизнь вы тут, и родственники ваши погибли, и вы занимали высшие должности, и до конца стоите на этом посту, это очень трудно, я могу сказать, как человек, который какое-то отношение к этому начал сейчас иметь. Ну, не имеются, которые вокруг вас, которые, коллеги ваши, скажем так, которые тоже ведут эту борьбу. Они-то вас знают лучше, чем даже я. Вы по этому поводу что можете сказать о этом? Ну, во-первых, наши люди, вот, которые есть вокруг нас, которые считают, что с ними не надо вообще и разговаривать. Понимаете? Мол, они бесполезны там. А я считаю иначе. Я считаю, что нужно разъяснять вот с этими религиозными разными их движениями в этом телеграм-канале. Я долго с ними, чуть ли не год и больше общался, говорил, пытался их объяснить им все такое. А если им это не объяснять, кто будет им это объяснять? Кто им это скажет? Вот моя такая позиция. И если кто-то из наших вот людей
хочет сказать, они могут сказать, конечно. Но у них позиция, они бесполезно с ним разговаривать, они конченые, они отмороженные, или они полностью, значит, перешли на ту сторону, вот это все говорят. Но все же это люди могут быть заблудшие. Вот как, посмотрите, пропаганда, как в России. Вот эти все русские или не русские, которые там выступают сегодня за Путина, вот смотришь на них и видишь, что они искренне в это верят. Они в заблуждении. А кто их там придет чувство, там нельзя сказать. А здесь на Западе, когда у нас есть наши люди, я, скажем, граждане нашей республики, чеченцы или другие, то мы обязаны рассказать им, что это было и как это было. И где наш, как говорится, выход в этой ситуации. Мы говорим, что вот с точки зрения вот таких-то вот, скажем, законов, международного права, наш народ создал свое государство, и это был тот шанс, который выпал нам, и мы его реализовали. Сегодня это отдать, это сравнение преступлению, это нельзя отдавать. Эту борьбу надо продолжать, это нельзя останавливать. И на международной арене вот мы работали в части того, чтобы вот признание было со стороны Украины. Украина, значит, приняла решение в 2022 году о том, что наша страна сегодня оккупирована, Чеченская республика Ичкерия, и совершен геноцид против нас. Это очень большое значение имеет для нас. Как и значение имеет то, что Грузия признала наше государство. То есть мы как бы, значит, признаны в двух странах, да, которые являются Организацией Объединенных Наций, так? Они члены Организации Объединенных Наций. В этом направлении, там, правда, в этих странах тоже идет уже внутренняя там борьба и все такое. Это, ну, естественная ситуация сегодня в мире. Но вот это то, что это было, это важно для нас. Нам необходимо эти вопросы и дальше решать. То есть в нашем движении, у каждого, который есть, ну, с своей точки зрения, это я лично сам считаю вот так, надо с этими людьми говорить, объяснять, аргументировать. Вот такая ситуация, Слава. Спасибо, спасибо, Аят. Спасибо вам за ваше терпение, за ваше уважение ко всем людям. Здесь Ру задает такой вопрос, Аят, провокационный немножко. Аят, ответьте мне, чеченский народ мертв? Вопросительного знак. Если страх смог укротить дух к свободе, стоит ли продолжать бороться за свободу вам? Мы представители, значит, чеченского народа, власти, которые были избраны на очередных выборах в 1997 году. Эти выборы были признаны чуть ли не более 150 государств в мире и миссией ОБСЕ. Мы легитимны, то есть мы представляем именно власть нашего государства, и они уполномочили нас этим заниматься. И все те депутаты или представители органов местного управления, которые тогда были избраны нашим народом, они как раз таки сегодня и показывают, что чеченский народ не мертв, он не был мертв никогда. Когда его было в 1700 году 2 миллиона с лишним человек, и потом все эти годы боролись, и через 100 лет нас осталось только 120 тысяч. Наш народ 6 раз ссылала эта Российская империя, пыталась извалять в грязи, в клевете и сделать из него народ, который не должен жить на Кавказе, хотя мы живем там тысячами лет на этой территории. Они хотят уничтожить нашу историю, всю нашу историю. Они исковеркали все наши книги, все, что было у нас. Ситуация такая у нас. И поэтому чеченский народ не мертв, он не умер. Он борется и сегодня. Вы видите, сегодня мы боремся по всему миру, и на территории Чеченской Республики находится наш чеченский народ, который не согласен с этой имперской, скажем, политикой, которая сегодня пытается кинуть наш народ в это горнило войны, которую организовал
Кремль, чтобы именно чеченцев там уничтожить в этой войне. Мы это видим. С другой стороны, вы видите, что на стороне украинского народа борются другие чеченцы, которые выехали на Запад или другие страны, организованно борются на стороне Украины. Мы там, члены нашего правительства, избран наш народа на Западе, боремся за то, чтобы признали наше государство как оккупированное и законно созданное при развале Советского Союза. Вот поэтому мы не мертвы, как вы говорите. Мы живы, и мы продолжаем бороться. И эта борьба будет иметь успех обязательно. Так что здесь говорить о том, что наш народ мертв, вообще не приходится. Мы боремся. Скажите мне тогда, какой народ сегодня на территории, скажем, Российской Федерации мертв? И они тоже не мертвы. Ситуация такая сегодня, которая эта империя создала по тем и иным причинам, о которых мы здесь говорили в самом начале. Спасибо. Спасибо, Аят, спасибо. И знаете, Аят, тому, что вы сказали, нужно еще добавить то, что наши родственники пытают, наших женщин пытают, угрожают, детей, используют разные психологические приемы, провокации и все остальное. И именно поэтому наш малочисленный народ, который пережил геноцид, сейчас пока не так активен и не гремит пока на весь мир, как гремел Он не совсем может недавно. сегодня ничего сделать фактически. Да. Потому что мы когда боролись более с 90-го года почти по 2000, то есть по 2010 года открыто, ни одна страна мира, ни мусульманских стран, ни Запад, ни другие, никто нам не помогал, никто не хотел. И все, значит, поверили этой России и дали на откуп наш народ. И сегодня наш народ не верит остальным странам мира, которые не признают наше государство. И наш народ в такой ситуации находится. Надо признание того государства, которое мы создали в рамках международного права. А где же вы тогда, спрашиваем мы? Мы задаем этот вопрос. Хотя мы понимаем, что каждая страна, каждое государство занимается в первую очередь и народ интересами своего государства. Но все равно в рамках международного права, которое взяли на себя обязательства, в этом плане мы должны друг другу помогать. Мы об этом говорим. Если этой помощи не будет, то что? Сегодня мы благодарны украинскому народу, грузинскому народу, которые признали наше право и право то, что мы создали наше государство. Эти же вопросы мы задали и балтийским странам, которые сегодня мы отправили им документы. Мы отправили документы и Польской республики на их языках, президента и всех их органов власти. Вот как обстоит дело. Мы за это боремся и продолжаем бороться. И наш народ в этом направлении не сломлен и будет бороться. И мы обязательно возродимся. Возродимся не для того, чтобы кого-то там на кого-то нападать, а для того, чтобы возродить свой народ, свою культуру, язык и традиции, и жить на этой территории мирно со всеми остальными государствами и народами мира. Вот какая у нас задача. Для этого нам нужно деоккупировать свою страну, и нужно восстановить государство, которое мы создали в рамках нашей Конституции в 91 году Конституции. Так что вот такая, 92-м, вернее, 12 марта. Вот такая ситуация. Спасибо, Аят. Друзья, напоминаю вам, у нас стрим слетел в ТикТок, вот заново, сейчас я его включил. Напоминаю, друзья, стрим, вы можете задавать вопросы Аяду и Дигову. Еще какие вопросы вы хотели задать, друзья? Так, одну минутку, Аяд.
И, актуальный вопрос, который тут имеется по поводу ежедневных ударов по России. Чаще теперь мы видим Ставропольский край, Ростовскую область, ближе к Кавказу. По Кавказу уже наносятся удары. Хотя удары наносятся по всей России, начиная и по дальней стратегической авиации, в операции «Паутина», ну и так далее. И уже никого это не удивляет. А раньше казалось, вот по России ударят, что Россия сразу же сотрет все с лица земли. Ну, короче, очень все боятся, всем пугаться. И несмотря на это, каждый божий день наносятся удары по России. Они сейчас мобилизацию делают постоянную уже, то есть не сезонную по 3 месяца, а весной и осенью, а весь год будет. Ну и, конечно же, обязательно вот эта так называемая частичная мобилизация, которая за деньги нанимает разных искателей приключений, бандитов и всех остальных боевиков. К чему это все? Не может же это само собой все сейчас рассосаться? И к чему это все может довести? И как быстро это все дойдет? Вот мы вначале обсуждали это, и хотелось бы завершить этим же сегодняшний наш стрим. Но все идет к тому, что ситуация меняется в пользу украинского народа, в пользу, скажем, во вред, не то что во вред, против империи. В любом случае необходимо освободить территорию Украины, потому что Запад понимает, что если России дать захватить территорию Украины, то они пойдут и дальше. Они понимают это. Это очевидно. И, как вы знаете, эти страны до 5% подняли уровень финансирования, значит, своей военной составляющей, так? И еще мы все знаем, что бы там ни говорил в начале Трамп, сейчас прям заявляет, что мы, мол, тебе, Володя, не позволим это сделать. Он объединяется и западными странами. А мы с вами знаем, что теперь европейские страны, Европейский Союз вот недавно принял решение, значит, санкции, которые очень долго не могли принимать из-за Словении, которые там противодействуют. Наконец приняли эти решения санкций, и теперь нефть за бочку, которая стоила нефти баррель, будет стоить не 65 евро или долларов, так, а где-то 45, чуть больше, с копейками. А это, я уже говорил, это как бы себестоимость добычи ее. В этом плане от этого России не будет никакой пользы. В то же время западные страны, и Германия, и Франция, и другие, и Нидерланды, они сейчас передают России, то есть Украине передают всякие вооружения или системы залпового огня, ракеты, снаряды. Ну и, короче говоря, еще идет вот эта вот блокировка вот этих перевозка тайных, вот эти нефти, которые переводят их корабли. Да. И, значит, и по банковским всем этим счетам тоже идет проверка. То есть вот эта ситуация сейчас полностью, как бы Россия сейчас как бы находится в такой паническом состоянии. Поэтому этот Патрушев вылез, там начал какие-то угрозы кидать. Но вот такая ситуация, насколько я понимаю, в целом не может быть ничего того, чтобы мы думали, что Россия здесь должна победить. Нет, она не должна победить. Она должна освободить территории Украины полностью, и это будет. Она должна освободить территории, которые захватила Чеченская республика Ичкерия, восстановить там легитимную власть. Мы должны Грузии, Молдовы, ну и
территории, которые сегодня захвачены фактически и Белоруссией. Вот так я вижу это будущее. В этом направлении идет движение. Вот движуха, о которой говорил Путин, эта движуха теперь идет против него. Движуха только начинается, да? Да, да. Да. Аят, предлагаю на этой хорошей ноте закончить наш сегодняшний стрим. Если вам есть что сказать, пожалуйста. Если нет, давайте закончим. Давай закончим. Спасибо вам, Аят, за очень интересные ответы, за очень глубокие, глубинные ответы, которые вы давали. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо всем. Всем, кто нас слушал, спасибо. Адикер, Маш Ойл, всего хорошего, до свидания. Давай, Адикер.